конечно, чемпионами не рождаются, лидерами не рождаются, спортсменами не рождаются. Этим всем, наверное, можно заразиться, это все можно пропустить через себя, и с этим можно двигаться вперед. Действительно, впервые, никогда здесь не была. У меня было 2 экскурсии по дороге вчера из аэропорта в отель, и сегодня из отеля сюда. Поэтому мы проехали специально по длинным путям для того, чтобы можно было увидеть ваши достопримечательности. И в ночное время, когда все это подсвечивается огнями, и в дневное время, когда светит солнышко, особенно как сегодня. Я уже знаю какие-то ваши достопримечательности, много заводов, которые мы проезжали. Это интересно, и самое главное, что впечатляет и подкупает, это люди. Открытые, доброжелательные, позитивные, внимательные, благодарные. Достижение цели, воплощение мечты в жизнь – это не только момент, когда это случилось, а это весь период прохождения этого пути. Вот это нужно очень важно понимать. Почему я говорила о том, что нужно любить то, что ты делаешь, быть готовым трудиться. Потому что на этом пути будет очень много всего. И только когда ты понимаешь, что этот путь, ты его принимаешь, вот только тогда можно с этим совсем справиться. Воплощение мечты в жизни – это не одно мгновение, а это длинная дорога. Там были спортсменки, которые занимаются синхронным плаванием, которые изначально, их, конечно, интересовали вопросы из нашего вида спорта. Было много родителей, которых также интересовали вопросы, как помочь ребенку, как поддержать, как справиться с какими-то этапами или со сложностями. Я вообще считаю, что каждый родитель должен отдавать своего ребенка в спорт. Не обязательно для того, чтобы ребенок стал чемпионом и выиграл все на свете. Нет. Просто спорт, он дает такую закалку, такую прививку на всю жизнь, которой можно пользоваться на протяжении всей жизни абсолютно в любом направлении деятельности, каким бы вы ни занимались. Мечтайте, верьте в свою мечту. Я точно знаю, что они сбываются.